Москва больше не будет инициировать переговоры по разоруженческой тематике. Об этом заявил президент страны на встрече с министрами обороны и иностранных дел. Обрыв бреющего кабеля стал причиной чрезвычайной ситуации в многоквартирном жилом доме в Якутске, когда будет восстановлена подача воды. Полигон твердых коммунальных отходов и очистные станции. В республике реализуются новые проекты. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Россия и США объявили о приостановке участия в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Москва не будет больше инициировать переговоры по разоруженческой тематике. Об этом заявил президент страны на встрече с министрами обороны и иностранных дел. Также он попросил доложить о купировании возможной угрозы размещения оружия в космосе и заявил, что лично проверит работу по производству и постановке на боевое дежурство новейших комплексов. По словам Владимира Путина, Россия после приостановки участия в договоре будет создавать новые вооружения. Однако без увеличения бюджета Министерства обороны. Мы многократно в течение многих лет постоянно ставим вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике. Причем практически по всем ее аспектам. И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности. Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе. Двери для переговоров открыты. Вместе с тем, прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике и для нас, и для наших партнеров, да, и для всего мира. Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства. Жильцы дома по улице Воинская, 10/1 в городе Якутске продолжают оставаться без холодного водоснабжения. Напомним, там возникли проблемы с теплоснабжением из-за остановки подачи холодной воды. В 10-этажном доме с автономным газовым отоплением более 140 квартир. Трубопровод перемерз. Причиной тому стал обрыв греющего кабеля. По словам жильцов, это произошло накануне. В течение дня они обращались в управляющую компанию, но коммунальная служба приехала только к вечеру. Это вчера с 10 утра у нас нет холодной воды в доме, уже сутки. Мы целый день звонили в управляющую компанию, но никакой реакции не было. Приходили сантехники, говорили, нет воды, подождите, работаем, думаем, узнаем, проверяем. А целый день никакой реакции вообще не было. Так как меры, которые принимала управляющая компания совместно с городскими службами, не увенчались успехом, для оперативного решения возникшей ситуации ночью на место ЧП прибыл министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников и председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. Руководители встретились с жильцами и осмотрели дом. Для временного обеспечения дома водоснабжением на место прибыла пожарная машина. На данный момент отопление в доме есть. Оно восстановлено по временной схеме. На месте продолжает работать аварийная бригада. Пришлось нам вмешаться, помочь. И сегодня ночью бригада работала. И я думаю, что в течение дня подача холодной воды будет обеспечена. Холодная вода подключена с сетей нашего предприятия государственного ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. Но между тем обслуживание, выход из таких кризисных ситуаций позволяет оставлять лучше. В данном случае есть зона ответственности. Каждый раз мы когда-то о чем-то говорим, все равно есть такая тема. И я думаю, что это крайний случай, когда мы, как говорится, приходим и, как говорится, вмешиваемся, ну, скажем, может быть, немножко не в свои полномочия.
Полигон твердых коммунальных отходов и новые очистные станции построят в Якутии в этом году. Согласно региональной программы «Чистая вода», до 2024 года планируется обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 70% населения республики. Общий объем инвестиций составит более 9 миллиардов рублей. В 2019 году начнется строительство водоочистных станций в Вилюйской группе районов с привлечением средств компании «Алроса». Также реконструируют сооружение водопроводно-канализационного хозяйства в Нерюнгри. В рамках внедрения системы обращения с твердыми коммунальными отходами разрабатывается проектно-сметная документация 9 полигонов на территории Якутии. Повысить транспортную доступность республики. Об этом речь шла во время отчета правительства перед населением, которое накануне состоялось в прямом эфире нашего телеканала. В 2018 году уровень транспортной доступности увеличился с 12 до 20%. В этом году в нормативное состояние приведут еще 134 километра дорожного полотна регионального значения. Также сообщили о важном для республики событии. В августе состоится запуск регулярного пассажирского движения по железной дороге Томмот-Нижний Бестях. В рамках проекта создания высокотехнологичной шатайской судоверфи будет создано более 700 новых рабочих мест. Федеральное финансирование составит свыше 4 миллиардов рублей. Следующим этапом станет создание инфраструктурного каркаса арктической зоны. Это реконструкция морского порта Тикси, который рассматривается в качестве базового порта восточного участка Северного морского пути. 18 тонн питьевой воды за смену выпускает предприятие в Нижнем Куранахе Алданского района. Также цех производит сладкие воды. Как проводится процесс изготовления в компании «Демис», расскажет Татьяна Вахнина. 3 тонны готового напитка за 2,5 часа, за смену 8 тонн. Таковы производственные мощности нижнекуранахского предприятия «Демис». Очистка воды, выдув тары, приготовление сиропа, газирование, бутилирование, наклейка этикеток, упаковка. Линия в цехе розлива воды не останавливается. Непрерывный шум в цехе человека непривычного оглушает, однако специалисту каждая нота грохота, вибрации и гула расскажет о многом. А чтобы шум не докучал, сотрудники используют средства подручные. Требования наушники, но кто-то музыкальные одевает, там свою музыку слушает, одно ухо, одно свободно, чтобы слышать. Это сердце цеха. Очистка воды является основой производственного процесса. Установки подобной мощности и функциональности имеются всего лишь на нескольких предприятиях Сибири и Дальнего Востока. Фильтр обратный осмос называется, на мембранной основе. То есть мембраны, там проходят молекулы воды, остальное все смывается в концентрат, в канализацию. В Алданском районе «Демис» – главный и единственный поилец. Поставки идут во все магазины и на крупные предприятия. Востребована как чистая питьевая вода, так и сладкая газировка. К слову, назвать последнюю продуктом вредным будет ошибочно. В производстве используется природный углекислый газ. Дарсуна, она природная, там порядка 200 метров глубина скважин. Оттуда добывается, привозится сюда. Совсем скоро в продаже появится минеральная вода местного производства. Формальности, связанные с недропользованием скважины, решены. Дизайн этикетки разработан. В ближайшее время предприятие получит лицензию. Мы сейчас, под стать тому, что увидели, развиваем новое направление, это Аланхо. Вот. Это минеральная газированная вода. Добывается на малонаходцевом на рождении скважины 4 ГН. Алданскую минеральную смогут испить жители не только Южной Якутии. Предприятие планирует наладить поставки по всей республике. Особенно новая марка воды будет полезна людям, страдающим недугами желудка и почек. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Жители Якутии смогут приобрести цифровое оборудование со скидкой 40%. Заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков рассказал о переходе республики на полное цифровое вещание с июня 2019 года и льготах, предусмотренных для населения. В прошлом году были заключены договоры с поставщиками телевизионного оборудования. Особенно это актуально для жителей отдаленных районов, куда не дойдет цифра. Для этого необходимо обратиться в пункт продажи оборудования и предъявить паспорт с пропиской. Для отдельных категорий граждан из госбюджета будут предусмотрены субсидии.
Вышла в свет книга в память о трехкратном чемпионе мира по кикбоксингу Иннокентии Макарове «Непоколебимый дух». Его вклад в развитие спорта и физической культуры республики неоценим. Он активно занимался пропагандой и развитием спортивных единоборств. Также основал садово-огородническое товарищество «Сатал» и возглавил его. На презентации книги родные Иннокентия выразили искреннюю благодарность всем, кто помогал в издании книги. Заслуженный тренер Евразии Андрей Артамонов предложил провести в республике турнир по кикбоксингу памяти спортсмена. Его планируют вначале проводить на республиканском уровне, а далее на всероссийском и международном. Научное общество «Рост» в 4-й школе города Ленска собрал талантливых детей. Ребята не только представляют свою школу на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, но и помогают своим педагогам делать жизнь в школе интереснее. Подробнее в сюжете наших коллег. Идти сюда учеников не заставляют. Участие в жизни научного общества «Рост» – дело добровольное. Юные исследователи, спортсмены, творческие дети находят здесь поддержку своих идей. Цель общества – создать условия самореализации ребенка. Одаренный ребенок – это тот ребенок, который умеет писать то есть научные тексты или проводить исследования. Одаренный ребенок может быть и в спорте. То есть вот те люди, которые имеют какие-то особенные знания, то есть спорт – это же тоже знания, умения, определенные навыки. Эти дети первые на защите авторитета школы в научной сфере. Участие в олимпиадах по предметам и научно-практических конференциях – главная задача участников общества «Рост». Защищают честь школы на творческих конкурсах, на спортивных соревнованиях. Они же помощники учителей в организации внутришкольных мероприятий для учащихся и родителей. О том, что именно так проводят свое свободное время, ребята не жалеют. Успевают все. Это учит их самоорганизации и правильной расстановке приоритетов. Конечно же, это не мешает, а только развивает меня, потому что я стараюсь успеть несколько дел сразу. Главное распланировать свое время и правильно сделать график, и тогда все пойдет хорошо. У меня постоянно соперничество идет с другими учениками других школ. Меня мотивирует тренер. Я понимаю, что мне это самому надо, потому что после 11 класса я собираюсь в Олимпийский резерв, и для этого мне нужны очень хорошие данные. Дети научного общества «Рост» очень разные, но все замотивированы на успех. И порой лучше взрослых знают, что может их привести к успеху. Есть предрасположенность, которая помогает некоторым детям. Например, если вам дается легко математика, но кому-то она дается труднее, то это не значит, что вы будете гениальным ученым лишь только поэтому. Каждому ребенку в его научном пути обязательно помогает педагог. Своими исследователями школа гордится по праву. Их за 50 лет не пересчитать. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Это были новости в прямом эфире. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации на нашем сайте yak24.ru. Оставайтесь с нами.